Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения друг к другу. Сравните слова в первом и во втором столбике. Проскакал, про зверей, написал, на стене, узнал, у реки, дошел до дома, отъехал от дороги, сбежал с урока. Обратите внимание, в первом столбике записаны слова с приставками, во втором – с предлогами. Кто бы нам узнать помог, где приставка, где предлог? Тема нашего урока – правописание приставок и предлогов. Сегодня на уроке мы с вами научимся распознавать предлоги и приставки, правильно употреблять их в речи и писать. Узнаем секрет предлогов. Вспоминаем то, что знаем. Ответим на вопросы. Что такое приставка и что такое предлог? Приставка – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка со словами пишется слитно. Например, сшил, подъехал, написал. Предлог – это самостоятельная часть речи, которая служит для связи слов в предложении и словосочетании. Предлог с другими словами пишется раздельно. Например, спрятаться за печь, ходил в кино, ваза из стекла. Предлогов больше, чем приставок. Свое название предлог получил из греческого языка, стоящий перед словом. В русском языке около 200 предлогов. По частоте употребления предлоги занимают 4-е место после существительных, глаголов и местоимений. Не путайте приставки с предлогами. В русском языке есть одинаковые предлоги и приставки в, во, за, на, про, по, над, с, у, об, от, до и другие. Предлоги и приставки могут одинаково звучать и состоять из одних и тех же букв, однако пишутся со словами они по-разному. Чтобы речь была красивой, точной, грамотной и понятна, правильно употребляйте приставки со словами и предлоги в своей речи. Как же отличить приставку от предлога? Послушайте сказку про написание приставок и предлогов. В стране грамматика жили-были предлоги и приставки. У предлогов были свои домики, в которых они жили отдельно от других слов. Предлоги гордились тем, что были самостоятельными. Кроме того, предлоги всегда указывали, где нужно находиться в, на, под, над, за, у или куда нужно двигаться из, в, через, по, к, от, до. Приставки своих домиков не имели, они образовывали новые слова. Например, напишу, подпишу, выпишу, припишу. Но многие приставки и предлоги были похожи друг на друга, как две капли воды. Стали жители страны грамматики их путать. Тогда царица грамматика предложила предлогам
отодвинуться от слова, с которым они стоят, а слова-признаки должны встать между ними. Своего значения предлоги не потеряют, а от приставок отличаться будут. Предлоги так и сделали. Запомните, чтобы найти в слове приставку, нужно подобрать однокоренное слово без приставки или с другой приставкой. Выбежать, прибежать, добежать. Между предлогом и словом можно поставить вопрос или другое слово. Например, снежинки спускаются с неба. Спускаются с чего? С неба. С хмурого неба. Давайте составим алгоритм действий, как отличить предлог от приставки. Первый шаг. Прочитайте слово. Подумайте, употребляется ли проверяемое слово без предлога или приставки. Если да, пишем раздельно – это предлог. Если нет, пишем слитно – это приставка. Второй шаг. Можно ли вставить вопрос или иное слово? Если да, пишем раздельно – это предлог. Если нет, пишем слово слитно – это приставка. Помните, при глаголах предлогов не бывает. Предлоги употребляются только с именами существительными и местоимениями. Потренируемся в написании предлогов и приставок. Выделите приставки, предлоги, подчеркните, проведите рассуждения по образцу. С крыши сбросили снег. Поставим вопрос к слову, чтобы узнать, какая это часть речи. Крыша – что? Имя существительное. С железной крыши можно вставить слово, значит, с – это предлог. Пишется раздельно. Сбросили – что сделали? Это глагол. При глаголах предлогов не бывает. Значит, с приставка пишется слитно. Правильный ответ. С предлог крыши, сбросили приставка снег. Прочитайте предложения и запишите их правильно, рассуждая по образцу. Ребята пропели песню про школу. Бабушка отвязала веревку от крыльца. Строители надстроили чердак над домом. Проверьте себя. Я думаю, если вы будете рассуждать правильно, у вас все получится. Раскройте скобки. Вставьте пропущенные буквы. Выделите приставки, предлоги, подчеркните. Зашел за дом, нарезать на кусочки, дошел до ворот, очистил от скорлупы, сдвинул с места, накричал на собаку. Проверьте себя. Молодцы, ребята! Подберите к прилагательным однокоренные существительные с предлогом. Нагрудный значок, заработная плата, довоенные годы, подводные камни, пришкольный участок, подземный переход, загородная поездка. Проверьте себя. Обратите внимание
на написание предлогов со словами. Предлоги со словами пишутся раздельно. Найдите пару словам с приставками в первом столбике. Смел, прогулял, нашли, входить, подпрыгнуть, поехали. Из слов с предлогами во втором. По парку, с крыльца, под потолок, в класс, по дороге, на поляне. Проверьте себя. Соотнесите приставку и предлог, и тогда у вас все получится. Прочитайте предложение. Найдите в этом предложении слова с приставками. Докажите, что это приставки, и выделите их. Найдите слова, которые употреблены с предлогами. Докажите, что это предлоги. Подчеркните их. Проверьте себя. А сейчас, ребята, узнаем секрет употребления предлогов. Чтобы не допустить ошибок в выборе предлогов, сначала узнайте о секрете их употребления. Если при ответе на вопрос «куда» используется предлог «в», то при ответе на вопрос «откуда» нужен предлог «из». В магазин – из магазина, в Бишкек – из Бишкека. Если же при ответе на вопрос «куда» используется предлог «на», то при ответе на вопрос «откуда» нужен предлог «с». На работу – с работы, на Иссык-Куль – с Иссык-Куля. Исправьте ошибки. Выпишите словосочетания. Подчеркните предлоги. Будьте внимательны. Идти в концерт, выехать с города, вернуться со школы, выбежать в улицу, пришел из работы. Правильный ответ. Идти на концерт, выехать из города, вернуться из школы, выбежать на улицу, пришел с работы. Я думаю, у вас все получилось. Вы хорошо поработали на уроке. Молодцы, ребята! Повторим то, что узнали о предлогах и приставках. Чтобы отличить приставку от предлога, надо в том месте, где возник вопрос, вставить другое слово. Можно вставить слово, значит, это предлог. Пишется раздельно. Нельзя вставить слово, значит, это приставка. Пишется со словом слитно. Помните, при глаголах предлогов не бывает. Предлоги употребляются только с именами существительными или местоимениями. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы узнали, научились, можете. Оцените свою деятельность на уроке. Продолжите высказывание. Сегодня я смог,
узнал, научился. Оцените уровень своей успешности. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания, до новых встреч.